Всем здравия. За тех, кто был по-настоящему обеспокоен долгим моим отсутствием, у меня все хорошо, относительно хорошо, в пределах того существования, в котором я сейчас нахожусь. Паспорт до сих пор я не получил, а временное удостоверение уже истекло. То есть, по сути дела, я ручной для каждого сотрудника. Нам всем уже давно пора переходить на феню, либо пользоваться эсперанто. Общество уже до того доведено, что просто общаться, говорить, тем более в соцсетях или на каких-то площадках, за это статьи уже предусмотрены. Вот буквально пока тема не остыла, сидел на скамейке, услышал разговор группы людей по поводу пустоты в парках. Меня заинтересовало, я подошел пообщаться, и сначала все начиналось на дружеской ноте, потом выказал свой интерес по отношению заданного вопроса, почему люди такими стали. Меня спросили, откуда я, говорю, из Бурятии, вот каким ветром, там люди лучше. У нас такие же люди. Всеобщая интеграция, она сделала свое дело с коммерческим уклоном. Все регионы страны дышат одним и тем же воздухом. Чуть лучше дела обстоят в той же Якутии, самой большой и самой малочисленной республики, то есть те самые севера, крайние севера, где люди все-таки более-менее автономно живут от этого государства, решают свои насущные проблемы, надеясь только на себя, на своих высших покровителей. Уединялся я намеренно. Огромный поток информации, он сбивает очень часто с мыслей. Человек начинает метаться, а поток у нас информации очень огромный. Все эти, в кавычках, кандидаты наук, профессора, доктора наук. И на них смотришь и думаешь, что низшее звено пищевой цепочки, крестьянин, в течение 5 минут пояснил бы всем этим деятелям, почем в хлебе дырки. Здесь смотрю сопротивление. Буквально начинают нащупывать верные тропы, дорожки. Находится кто-то, кто кидает камень в эти небольшие сообщества, и они начинают делиться уже между собой. Все настолько сложно. По большому счету все-таки мешает наша разноголосость. Нет единого мышления. Вторичные идеи под идеи на какое-то время нужно, я считаю, отложить и оставить. Скучаю по родной Бурятии,
по своим северам. Дома, по крайней мере, у меня уже лежит снег. Здесь первый выпал, и уже все, что от него осталось. А обращаясь к своим бурятам, они мои, я всегда отождествлял себя как белый бурят. Большинство даже из близких моих знакомых это вводило в некоторый ступор, непонимание. Первый вопрос: ты метис? Нет, я белый бурят. Бурятия — это моя родина. А родился я вовсе в Ивенкийском поселке. И думаю, не сколько люди, сколько... и люди в том числе повлияли на мое отношение к окружающему миру, к природе. Все свои убеждения о вере я оставляю себе, потому что даже на этой почве происходит очень большое дробление, деление. Христос сказал: я принес вам не мир, но меч. Даже в то время это восприняли каждый по-своему. Кто-то меч бросился перековывать на орала, кто-то с помощью этого меча пошел обращать опять же свою религию. По итоге вернулись к тем, кто перековал меч на орала. Философия для меня всегда была лженаукой. Так или иначе приходится философствовать, рассуждать, размышлять. Неспроста веду запись в движении. В движении мне гораздо проще формулировать мысли. Сколько раз себя подлавливал на том, что так или иначе мы все используем слово «если». Я его категорически не приемлю, оно мне не нравится. Но так или иначе мы в своих рассуждениях используем это самое «если». Если бы, приземленными поговорками, если бы у бабушки она была бы дедушкой, то все-таки несколько приземленно и не совсем умно. Все-таки слово «если» — это неотъемлемая часть любого диалога, любого размышления, мышления. Опять же, обращаясь к своим землякам, непосредственно бурятам, там очень много есть мыслящих и здравомыслящих людей. Эта система будет разрушена снизу. И в Кремле это давно понимают. Поэтому всяческие движения на местах, именно на местах в любом регионе, они будут давиться всячески. Потому что у нас народ на протяжении существования всей этой государственности российской, еще какой-либо, безумно глядел на Москву. Слом этой системы произойдет именно снизу. Другого пути нет. У нас в Бурятии при коммунисте Потапове, который слил статус автономии. Вот сейчас восстановление статуса автономии, мне кажется, как никогда актуален. Это государство
признала же референдум в Республике Крым, всячески поощряет войну на Донбассе, где люди тоже борются за статус автономии. А нам нужно вернуть статус, который он был при Российской Федерации. Тогда бюджет Республики Бурятия будет контролироваться именно Республикой Бурятия, Уралом. Я всей этой политики стараюсь не касаться, но она стала неотъемлемой нашей частью нашей жизни. И здесь без нее никуда. По поводу разговора вот в парке начались вопросы, кто-то откуда. Я говорю, так и так лишен, по сути, конституционных прав благодаря бумажкам, которыми мы так или иначе взаимодействуем с этим самым государством. Люди сразу разбежались, понимаете, и сразу ретировались. Этот страх, боязнь, она уже вбита в их голову. Причем все люди уже довольно зрелого возраста. Женщина так и сказала: ой, а у нас за вас проблем не будет. И все разошлись в течение 2 минут. Хотя до этого даже смеялись. Страх. Его уже конкретно вбили в наши головы. Больше 2 не собираться действует. Я в этом сейчас убедился как никогда. Вернее, подтвердил свое умозаключение. Я всегда был маргиналом до мозга костей. Всегда находился на стыке социума. Мне это нравилось. Нравится до сих пор. Как бы себя ты не отделял от общества, рано или поздно ты будешь в него возвращаться. По вынужденным причинам, либо добровольно. И ты будешь вести себя в этом обществе по законам этого общества. Все кричат о свободе, о четкой формулировке. Никто никогда на протяжении человечества не дал. Есть 19-я статья ООН о свободе. Там больше либеральное понятие. Что такое свобода? Коротко. Ты можешь понять только, когда тебя в чем-то ограничивают. Как только тебя в чем-то ограничили, ты начинаешь думать, что тебя лишили свободы. Человек, если добровольно находится в своей квартире, может находиться там на протяжении нескольких лет, повторяю, добровольно. Но как только ему скажут, что ты не выйдешь отсюда никогда, вот здесь уже он лишен свободы. Хотя он довольно комфортно существует, пока ему не сказали о том, что он будет лишен права выйти из этой самой квартиры. Движение телеги будет продолжено. Никаких чисел. По независящим от меня причинам я говорить не буду. Натаптываются тропинки вот, среди обществ людей, поддерживающих шамана
и шаманы, но не цементируется. Даже при проявке фотографий, кроме проявителя, нужен фиксаж. В Луначарске, по-моему, ждал, когда сотрудники его натопчут тропинки, а потом приказывал их асфальтировать. Избавьте себя на некоторое время от огромнейшего потока информации. Это каждому поможет четко и ясно сформулировать его мысли. Вселенная возможна во всех вариантах. Во всех да и во всех нет. Мир не рухнет. Но здесь еще есть такая составляющая, как предназначение. Вот каждый человек, когда четко сформулирует, познает свое предназначение, ему станет довольно проще жить. Ни выше, ни ниже. А делает то, что именно то, что он должен. Можно много говорить тут про этого товарища. Плохо видно. Это памятник Ленину, да, в центре Челябинска, площадь Революции. Так вот, на ремонт этого товарища, да, которого, я крайне не поддерживаю. Ремонт, крайний ремонт, да, 110 миллионов рублей. Кому это нужно? Вот кому нужно, тот бы и ремонтировал. У нас есть партия, которой это нужно. Вот и занялись, взяли бы все расходы на свои плечи. СМС-ками вы собирали, не обделяя всех остальных граждан. Здесь недавно, не так далеко, был приведен в порядок парк имени уже теперь Вальки Обнуленки. Когда-то это была первая женщина-космонавт, но теперь это Валька Обнуленка. Я давно говорил, что людям, кроме музыкантов, поэтов, памятники ставить не стоит. Проходит время, происходит переоценка ценностей. Название улиц. Думаю, засесть за перечитывание старых умных книг, когда-то мною прочитанных, но подзабытых. Я очень ленивый человек. Но моя лень позволяет мне не совершать много плохих поступков. Я постоянно цитирую многих умных людей. Не давая отсылок на них, часто не помню, кто это сказал. Мне кто-то из критиков сказал, что я верхушек нахватался, взял то смешал. Нет, ребят, я беру зерна, здоровые зерна, которые на почве моего сознания дают жизнеспособные ростки. Все остальное, сорняки, мне не нужны. Поэтому
В каждом учении, когда-либо существовавшем, существующем ныне, есть здравое зерно, которое рано или поздно заражается каким-нибудь грибком. Ну и по итогу мы имеем то, что мы имеем. Пассионарии, они крайне неудобны в повседневной жизни. Они не плохие, не хорошие, они просто есть. В мирное время они даже больше мешают. Мешают своим образом жизни, какими-то идеями. Но именно только благодаря пассионариям человечество выживает, либо определенная этническая группа. Существует количество лжепассионариев, но рано или поздно они прекращают свое существование, создаваемые ими строи, учения. Жизнь расставляет все на свои места. И безумно глядя на небо, ждать помощи только оттуда. Мы живем в этом измерении, живем по этим физическим законам. Вот эти законы нужно использовать. И не ждать того дяденьку, который все придет и все за нас сделает. Дяденька вам покажет только путь. Все остальное ручками и ножками. Малой крови не бывает. Так что здесь очень глубоко нужно подумать, призывая кого-либо, куда-либо. Все имеет свой заряд. Плюс и минус. Ноль. Только ноль. Всегда остается нулем. Минус легко меняется на плюс. Плюс на минус. Правительство нам организовало голодные каникулы в честь ноябрьских праздников. Здесь еще такой вопрос, у меня вот очень много товарищей, да, из братских народов. Не задавайте мне глупые вопросы. Чей Крым? Как я отношусь к нынешней вот политике там с газом? Ребят, я газ видел только вот в баллончиках для печки вот этой компактной, которой мы, кстати, и дома пользуемся. Там дома в Бурятии, когда отключают электричество, очень недешевое электричество, при наличии нескольких гидроэлектростанций, Братской, Стелимской, находящихся довольно-таки близко. Ну, это все другие вопросы. По крайней мере, сейчас для меня. Здесь, да, есть газ, тепло, очень хороший двор.
Но это опять же заслугам товарищества. Я не вникал во все эти проблемы. Придет время, возможно, вникну. Двигайтесь. Не делайте из своих собраний какие-то ток-шоу. Порой смотришь, и я автоматически в памяти возвращаюсь во все эти непрекращающиеся политические дебаты. Времен перестройки. А Миша Горбачев пусть живет. Пусть живет. И я хочу, чтобы он дожил до людского суда. Потому что суд высших сил — это суд высших сил. На нем мы присутствовать не будем. Но то, что эти люди, в кавычках, сделали здесь, они должны отвечать здесь. И я думаю, это справедливо. У нас до сих пор вот это действует. Какие-то актеры влияют на наши взгляды, какие-то политические, вообще на мировоззрение. Изначально сыграв какие-то роли там наших, своих ребят. Сережка с нашего двора. И потом идут какие-то депутаты, еще во что-то. Ребят, вы не забывайте, к какой профессии они принадлежат, и относитесь. Актер, хороший актер, должен сыграть любую роль, если у него есть талант. Обратная селекция дала свои результаты. Если кому-то непонятно, попытаюсь объяснить. Обратная селекция человечества, сейчас уже человечество, сначала была направлена только на нашу страну. На протяжении нескольких сотен лет уничтожали самые лучшие, те самые пассионарии. Мы помельчали. Это плоды той самой отрицательной селекции. У нас остался плохой генофонд. Отсюда все вытекающие последствия. Очень долго и пространно говорю. Вот вечерний променад такой. Стараюсь выбирать более-менее людные места для своей, так скажем, хоть какой-то безопасности. Много чего обещали, и они могут это осуществить. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Кстати, о свободе. Пока доступ был к каналу, не только у меня, там накопилось огромное заблокированных пользователей количество. Я всех, так скажем, амнистировал, кроме двух откровенных программ, которые легко вычисляются, ну, по написанию текстов. Так что резвитесь. Амнистия. Всех благ. Слава роду. Уруй, Айхал. Шамана на волю.